أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان وافقهوا القول барлық хамды сәні, барлық ұлықлау фақат Раббыбыз бір Аллахы Субханаху ва Тағалаға гына хастыр. Көңіл түрлерінен шыққан салауат шарифаларыбыз Пейғамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалямға гына ерішіп тұрсай. Пусть все те благословения, которые мы проговариваем, дойдут до нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И дорогие наши, альхамдулилля, слушатели, иншаллах, мы с вами продолжим наши лекции о Коране. И сегодняшняя сура, которую мы затронем, называется сура Абаса, нахмурился. Данная сура очень известна. Известна она тем, что в ней есть укор самому пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, от Всевышнего Аллаха. Многие говорят, что Мухаммад якобы сам написал эту книгу. Но удивительно, если бы он сам писал, почему он написал такой укор? Потому и вырисовывается простой ответ. То, что писцом и автором этой книги не является Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, а автор этой книги – это Всевышний Творец. И поэтому он может иногда и радовать своего посланника, а может иногда и чуть-чуть ему высказать свой укор. Каким образом эта сура появилась на свет, спросите вы? Однажды, когда наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, занимался тем, что проповедовал среди мекканцев религию ислам, проповедовал идею о едином Творце, рассказывал о том, что надо отдаляться от грехов и надо совершать больше благодеяний. К нему однажды сзади подошел его сподвижник. В это время пророк, алейхиссалям, был занят знатными мекканцами. Они слушали его, безусловно. Они понимали, что в словах Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, есть великая мудрость и есть там правда. Но в то же время в сердцах их таилась великая проблема, которая заключалась в гордости и высокомерии, к тому, чтобы присоединиться к той религии, где люди равны перед Господом. Они не могли это понять. Они всегда считали, что богачи, они ближе к Богу, бедняки, они далеки от Бога. И поэтому наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, хотел донести именно как раз богачам, что их вот эта идея, она далека от истины. И оставшись с ними однажды наедине, он начал разговор. И в этот момент сзади подходит к нему один человек, мусульманин. Звали его Абдуллах ибн Мактум. Это был слепой человек. Он никогда не видел. Но, альхамдулилля, по милости Всевышнего, он все прекрасно слышал. И однажды, услышав слова нашего пророка Мухаммада, алейхиссалям, услышав аяты Корана, он заинтересовался этой прекрасной религией и стал верующим человеком. И поэтому ему постоянно требовалась подпитка. Он хотел постоянно подзаряжать свою духовность и изучал ислам таким образом, как будто он, альхамдулилля, пил воду, то есть наслаждался и получал удовольствие от каждого аята, который он слышал из уст нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И представьте себе ситуацию. Наш пророк, алейхиссалям, стоит, разговаривает со знатными богачами, пытается донести им веру. И тут сзади подходит человек и говорит: ахбирни, расскажи, говорит, мне. На что пророк, алейхиссалям, первое время не замечавший, не хотевший замечать вот эту ситуацию, все равно поворачивается в сторону Абдуллаха ибн Мактума. И в его лице чувствуется хмурость. В его лице чувствуется то, что у пророка, алейхиссалям, вот чуть-чуть упало настроение по отношению к этому поступку. Но проблема в том, что, дорогие слушатели, Абдуллах ибн Мактум не видел, с кем разговаривал пророк, алейхиссалям, с богачами или с простыми людьми, со знатными мекканцами или с обычными мекканцами. И поэтому ему было как-то далеко от этого. Он хотел еще глубже изучить какой-то
из ранее неспосланных аятов. Пророк, алейхиссалям, посмотрел, нахмурившись на него, «Уэтауэлля», и отвернулся. И самое интересное, что Абдуллах ибн Мактум ничего этого не увидел, он же слепой. Но это увидел Всевышний Аллах. А Аллах, как мы знаем, Он является самым мудрым и самым справедливым. И поэтому даже если была какая-то оплошность со стороны пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего Аллаха, его любимого посланца, Аллах не оставил это просто так. И поэтому Всевышний Аллах в тот же день отправляет суру, отправляет аяты, в которых Он говорит «Абаса ва тавалля», нахмурился и отвернулся. Эти слова адресованы Мухаммаду, алейхиссалям. Ты, говорит, отвернулся. Ты, говорит, посмотрел нахмуренно. И это, джамаат, очень серьезные слова. Почему? Потому что в них мы видим, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля хочет донести до пророка Мухаммада, алейхиссалям, что он не идеален, да, что у него тоже какие-то могут быть ошибки, так как он человек. И поэтому наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, услышав эти аяты от Всевышнего Аллаха, в тот же день пошел просить прощения за эту оплошность. И до своей смерти наш пророк Мухаммад, алейхиссалям, очень любил, очень уважал и ставил всегда Абдуллах ибн Мактума в пример, так как Всевышний Аллах заметил вот эту красоту веры, достоинство веры, которое было в сердцах у Абдуллах ибн Мактума. И поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалям, никак не мог пропустить того человека, о котором Аллах Та'аля не спаслал целую суру. Итак, дорогие наши слушатели, иншаллах, мы с вами постараемся сейчас разобрать вот эту суру. Безусловно, она имеет несколько интересных тем. И первой темой является как раз вот эта ситуация, когда наш пророк, алейхиссалям, отвернулся в сторону знатных мекканцев и оставил Абдуллах ибн Мактума без ответа. И вот эти первые аяты этой прекрасной суре Абаса раскрывают для нас, для верующих, очень много интересных моментов. Аллах Всевышний говорит: «Абаса ва тавалля», он нахмурился и отвернулся, «ан джаахуль а'ма», потому что к нему пришел слепой человек. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, что он совершил деяние, которое он не должен был совершать. И, альхамдулилля, Всевышний Аллах, он мудр, и поэтому он разъясняет, в чем же была ошибка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. «Вама юдрика ла'аллаху яззакка». Откуда тебе знать, о Мухаммад? Возможно, этот человек очистил себя. И Всевышний Аллах говорит об Абдуллахе ибн Мактум, который пришел ради того, чтобы очистить душу. Наши души, дорогие слушатели, это словно белые рубашки. Мы рождаемся с этими белыми рубашками, и в течение всей нашей жизни вот эти рубашки мы пачкаем. Пачкаем грязными словами, грязными поступками, плохими злодеяниями, всякими ненужными нашими поступками перед Всевышним Аллахом. И в течение нашей жизни мы можем прийти ко Всевышнему с очень грязными и вонючими одеждами. И поэтому Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, призывает, чтобы мы очищали нашу душу, словно так же, как мы очищаем нашу одежду. Каждый из нас хочет, чтобы наши одежды были красивые, чтобы люди, смотревшие на нас, смотрящие на нас, радовались нашему виду. И вера в том же также является обязательным постулатом в нашей жизни. И поэтому мы должны очищать нашу душу максимально, как ее можем. И поэтому Абдуллах ибн Мактум, как Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, он пришел свою душу очистить. И, о, Мухаммад, как ты мог, говорит, от него отвернуться? Или получит наставление и принесет это ему пользу, это увещевание. На самом деле, альхамдулилля, это очень мудрые слова. Так как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что вот это знание, за которым он пришел, это был всего лишь буквально аят, который он до конца не понял. И если бы, говорит, о, Мухаммад, ты ему довел, откуда бы тебе знать, насколько ему это было бы полезно, насколько бы это напоминание дало бы для его души
прекрасный свет от Всевышнего Аллаха. И поэтому, дорогие мусульмане, мы с вами должны понимать, насколько важно понимание каждого аята, так как каждый аят является очищением нашей души. Аллах Субханаху ва Тааля продолжает. «Эмма ман истагна», а тот, кто счел себя не нуждающимся. То есть Аллах Субханаху ва Тааля уже говорит об этом знатном мекканце. Почему? Потому что этот знатный мекканец считает себя ни в чем не нуждающимся. У него очень много средств, он очень богат, он очень знатным является среди своего сообщества, многие его боятся. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, он говорит, истагне, он думает, что он ни в чем не нуждается. Хотя в то же время он нуждается во всем. И в еде, и в питании, и в пище, во внимании. И, конечно же, безусловно, нуждается в помощи Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Но он не признает этого, так как он является высокомерным существом. И, безусловно, лишь верующий человек может признать, что он абсолютно зависим от Всевышнего Аллаха. И Аллах Та'аля продолжает: «Фа'анта лаху тасадда». А ты, говорит, о Мухаммад, устремился к этому богачу. Ты, говорит, оставив человека, который пришел, чтобы очистить свою душу, устремился к богачу. Это ошибка пророка, алейхиссалям, безусловно, которая продолжается сегодня и в нашей жизни. Многие из нас считают, что каждый из нас является проповедником. Но на самом деле это и так. Это так. Потому что мы считаем, что хадис пророка, алейхиссалям, «доведите от меня хотя бы аят», является тем призывом, который посланник Всевышнего оставил для нас, чтобы мы могли хоть каким-то образом донести до людей истину. И когда мы эту истину доносим, мы всегда выбираем. Первым делом, к кому мы должны подойти, чтобы эту истину объяснить? К очень грамотному, с 2-3 высшими образованиями, какому-то нашему знакомому, какому-то богачу. Или же мы должны подойти к самому простому из нас. Не должны отворачиваться от него. И на самом деле, джамаат, никто из нас не знает, в каком человеке скрыт великий потенциал. Мы думаем, что у простых людей, таких как у Абдуллаха ибн Мактум, у слепого человека, какой в нем потенциал? В то время как у богача есть знания, есть у него достоинство в виде богатства, его знатности, его положения, его уважения среди людей. Но кто знает, в ком скрыт потенциал? Знает Всевышний Аллах. И поэтому он как раз показывает в течение всей жизни пророка Мухаммада, алейхиссалям, что Абдуллах ибн Мактум в десятки, а то и в сотни раз выше любого другого мусульманина, потому что он стал одним из тех людей, которые замещали пророка Мухаммада, алейхиссалям, при жизни. Он стал одним из первых муаззинов, он стал шарифом Мекки, да, то есть заместителем Мекки. Он совершал много великих поступков, о нем очень много, альхамдулилля, знаменитых хадисов, которые показывают ценность нашей веры. И поэтому, альхамдулилля, надо понять, дорогие слушатели, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в каждом человеке заложил потенциал. И несмотря на нашу знатность, на нашу силу, на наши физические возможности, альхамдулилля, мы каждый можем раскрыться, словно прекрасный цветок. Правильно, самое главное является правильным образом подход проповедника к нам, чтобы этот проповедник правильно подошел, правильно разъяснил и правильно до нас донес. И также, если мы сами являемся проповедниками, мы должны правильным образом донести. Это является перед Всевышним Аллахом очень важным. «Уама алейка алля яззакка», и ничто не лежит на тебе, если он не очистится. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, и ничто, говорит, на тебе же нету никакого греха. О, Мухаммад, зачем, говорит, ты беспокоишься? Если ты донес, то тебе будет вознаграждение. Если ты не донес, но на тебе нету никакого греха. Не беспокойся, что этот знатный человек отвернулся от тебя. А вот то, что к тебе подошел человек с вопросом и хотел что-то узнать, а ты от него отвернулся, за это ты ответишь. И поэтому надо понять, что мы должны беспокоиться о тех деяниях, которые для нас являются важными и обязательными. А тот, кто пришел себе спеша, с рвением, и он является тем человеком, который боится ответа перед Всевышним Аллахом, и ты от него отвлекаешься. Дорогие родственники, дорогие мусульмане, дорогие мусульманки, хочется сказать, что к нам в течение жизни могут подходить различные люди.
Различные люди будут оценивать наши поступки. И мы должны, альхамдулилля, самое главное, самое важное, правильно воспринять каждого из них. Никого мы не имеем права отвернуться, ни от кого мы не имеем права с нахмурившимся лицом отходить от их вопросов, если они подошли и хотят узнать о религии. Каждый из нас должен донести сколько он может. Почему? Потому что это великое благодеяние перед Всевышним Аллахом. Наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что лучше донести до какого-то человека истину об исламе, нежели обладать красными верблюдами, десятками, а то и сотнями красных верблюдов. А сотни красных верблюдов джамаат по тем временам, когда жили древние арабы, это словно дорогие джипы, мерседесы. Поэтому поймите, лучше, чем обладать дорогими машинами, вы доведите до одного, даже самого простого человека, истину об исламе. Не пожалейте свое время, не пожалейте свои возможности, раскройте душу перед этим человеком, чтобы душа этого человека также раскрылась, и на нее, конечно же, упала Божья благодать. И пусть Всевышний Аллах Та'аля поможет каждому из нас в этом великом деле. Субханаллахумма бихамдик, ва нашхаду ан ла иляха илля ант, ва настагфируллахи, ва натубу илейх. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.